Североосетинский информационный портал «15-й регион» представляет. Очередная дорога привела нас за город. Здравствуйте. Как туман красиво бежит. Вообще протяженность дорог в Осетии более 2400 километров. И это не считая небольших тропинок и пеших путей, которые могут привести нас порой к удивительным по своей красоте местам. Сегодня наша цель – Уоллакком. Прежде чем оказаться в Уоллаккоме, наш старенький телевизионный УАЗик бодро пробежал по территории 3 районов республики. Наблюдаешь за плывущими по ту сторону автомобильного окна горами и предвкушаешь долгожданное свидание с ними. Вот уже дорога обвивает изгибы Дегорского ущелья, удивительного и дикого в своей красоте. Даже камнепады и сели, изнуряющие работой дорожные службы, не могут испортить впечатлений от этого удивительного путешествия. Ну вот, шагнув за эти символические ворота, мы окажемся в гостях у национального парка Аланья. Кстати, он считается одним из самых молодых на территории Российской Федерации. Его площадь 55 тысяч гектаров. Мацута – последнее селение, до которого, если повезет, можно доехать на рейсовом автобусе. Дальше добираться до Уоллаккома без собственного транспорта проблематично. Дунта, Камунта, Галиат – это кость селения Уоллаккома. Первое на пути – Дунта. Расположенное в низине, с дороги оно смотрится, словно игрушечный городок. Камунта, напротив, как будто вот-вот лениво сползет со своего холма, на котором уютно примостилась много веков назад. Здесь удивительное соседство сладких благ цивилизации и жестких правил горного быта. На старинных каменных постройках гордо расцветают спутниковые антенны. Жителей здесь, несмотря на удивительную атмосферу селения, с каждым годом все меньше. И только старики остаются навсегда преданными этой земле. Галиат – как будто отдельное государство или царство, царство каменного совершенства. Человеку, для которого просторы Галиата открываются впервые, сложно поверить, что все это великолепие находится на территории нашей республики. Для 90% жителей Осетии этого места вообще не существует. А ведь Галиат – исторический и культурный памятник осетинского народа, который, возможно, не уступает по значимости и зрелищности многим известным мировым туристическим центрам. Сегодня мы попытаемся раскрыть лишь некоторые из тайн каменного города. Такого дилетанта, как я, в горы одного отпускать нельзя. Тем более, если хочешь не просто полюбоваться красотой, которая тебя окружает, но и что-то узнать об этих местах. Нашей съемочной группе сегодня невероятно повезло. С нами сюда приехал человек, который знает, пожалуй, все тайны Уоллаккома. Здравствуйте, Таймураз Петрович. Здравствуй, здравствуй. Итак, что нас сегодня ждет? Вас ждет открытие Осетии с совершенно неожиданной стороны. О Галиате нужно писать толстенную монографию, потому что все, что есть в Галиате, достойно научного, достоверного освещения, чтобы жители Осетии могли познакомиться с этими бесценными памятниками истории и культуры Осетии. Итак, за город сегодня в селении Галиат.
Едва ли на территории Осетии можно найти точку, откуда бы сразу можно было увидеть обилие уникальных исторических памятников Северной Осетии, целое паломничество сюда европейского уровня ученых. Они все буквально удивлялись тому, какое богатство хранится буквально у нас под ногами в виде древнейших погребальных полей, в виде вот этих вот склепов, в виде древнейшего святилища Авдзвары. Мудрые предки строили дома в горах так, чтобы сохранить каждый сантиметр пахотных и пастбищных земель, которые в горах самое большое богатство. Этим объясняется замысловатая архитектура селения. Местные жители говорят, что когда-то галиатцы ходили друг к другу в гости по крышам домов. Это неудивительно, ведь крыша одного дома автоматически служила двором другого. Вот так и жили, в тесноте да не в обиде, зато говорят очень дружно. Там, где раньше были жилые дома, сейчас в причудливых танцах сплетаются каменные лабиринты. Над вековыми развалинами возвышаются родовые башни фамилии Уоллакома. Каждый камень здесь хранит свою историю. Главное суметь ее прочитать и понять, разглядеть под старым мхом картины прошлого и расслышать, какую легенду доверят вам духи предков. Галиат – самое большое селение Уоллакома. В наше время бы сказали мегаполис. Оно состояло из нескольких кварталов шихов, которые соединялись между собой вот подобными галереями. Когда-то селение было признанной столицей Уоллакома. Некоторые уголки Галиата коварное время все же пощадило. Иногда кажется, что через пару мгновений появятся местные жители, занятые многочисленными летними заботами горного села. Эта старая ограда разделяла территорию аула от пастбищ, предназначенных для скота, но одновременно ее продолжение служило местом, где молотили хлеб, пастинский муж, и никаких вам современных хлебзаводов. Своеобразная архитектура Галиата безмолвна лишь на первый взгляд. Она может многое поведать. Каждое здание здесь создано с расчетом на сложные условия жизни давних времен. Набеги врагов, межродовые войны, одним словом, постоянная опасность рядом заставляла жителей гор быть искусными и продуманными строителями своих жилищ. Например, эта крепость была практически неуязвима благодаря своему расположению. Скальный мыс, омываемый горной рекой, давал надежду обитателям дома, что враг не сможет подобраться незамеченным к их фамильной крепости. В наше время бы сказали галуан улучшенной планировки. 3 этажа, просторная веранда, большой двор, а главное – наличие большого количества углов. Чем более сложной конструкцией было здание, тем больше было шансов, что оно останется неприступным для врага. Башня Гадзаовых. Она возвышается над разрушенными улицами, словно изящно надетая шапочка основного квартала Галиата. Лишь верхняя панорама показывает, что башня рискует скоро лишиться своей половинки. Коварная трещина разломила могучее каменное тело, которое вблизи кажется неуязвимым. Мы стоим у разрушенного дверного проема, который вел на 2-й этаж. Как обыватель, человек, который не историк, не археолог, может отличить жилую башню Остинскую от боевой? Только по параметрам. Значит, в плане жилая башня свыше 6 метров. Это или точный квадрат, или слегка вытянутый прямоугольник. Вообще существуют какие-то способы кладки стен? Или это всегда одно и то же, уже какая-то классическая схема была, по которой... Ну, во-первых, строительство башен, как жилых, так и боевых, это было самым трудоемким и самым дорогим мероприятием в жизни горцев. Вот мы сейчас находимся в жилой башне Гадзаовых. 1-й этаж для скота, 2-й этаж жилой, то есть это хазар, то есть это очаг, это спальня, и 3-й этаж для неженатой молодежи и мужчин, которые круглые сутки готовы вступить в бой
с врагом, который будет пытаться проникнуть в их жилище. 3 гнезда, 3 балки, на них поперечно кладутся более тонкие, на них потом кладется хворост, на хворост сверху солома, и только после этого земля, имеется в виду глинистая почва, которая имеет гигроскопические свойства и легко утрамбовывается. То есть, чтобы пол был легкий, в то же время теплый. И в то же время прочный. 4 слоя. Также 2-й этаж перекрывался. А уже верхний этаж перекрывался основательно и как можно больше тех самых водоотводов, которые сегодня с помощью Европы мы имеем на всех домах в городе. А наши делали плоскую крышу, и крыша слегка выступала за стены на несколько сантиметров. И снег убирали оттуда, и после каждого дождя и снегопада начинали колотить кулак, называлось по-скински. Колотушка в виде лопаты. Значит, вот представьте, вот это деревянный чурбак. Вот так под таким углом ручка. Ее поднимаешь и изо всех сил ударяешь. И после каждого дождя иностранные и российские первые путешественники, ученые говорили, после каждого дождя в горных аулах Осетии начинается канонада. Только это не артиллерия, а вручную утрамбовывают кровли своих плоскокрыших саки. Вот это да. У меня нету слов, я этого всего не знала, вообще первый раз такое слышу. Окрестности Галиата окружены святилищами. Впрочем, это особенность многих селений, которые были центрами осетинских ущелий. Для человека, который захочет что-то переосмыслить и разобраться в себе, пожалуй, лучшего места трудно придумать. За несколько дней здесь происходит полная перезагрузка мироощущения. Прямо над Галиатом находится святилище покровителя мужчин. Належат туда женщин, которые рожали подряд нескольких девочек. Мужья отправляли вымаливать на коленях у святого наследника мужского пола. Авдзуары – святилище, которое давно будоражит умы ученых. Святилище, которое было одним из самых почитаемых предками осетин в этих краях еще много веков назад. Святилище, с которым до сих пор связано много легенд и научных гипотез. Но какое отношение к храму, расположенному в одном из самых отдаленных горных районов республики, имеет византийский император Юстиниан? И как в Горной Осетии оказались византийские монахи? Юстиниан I, или Великий, византийский император, правил государством с 1527 по 1565 годы, стремился к реконструкции Римской империи, при нем была проведена переработка римского гражданского права. За большую работу по пропаганде христианства возведен в лик святых. Византийский император Юстиниан, будучи хорошим политиком, знал о том, что использовать аланскую военную мощь нужно любой ценой. И самый оптимальный выход – повлиять на аланскую религию с помощью византийского христианства. Я думаю, если нам погода позволит, мы даже подойдем и поблизости можем снять. То есть, в принципе, у нас может получиться туда подняться, да? Очень может быть, если дождь не помешает. Ну вот такая великая штука-монтаж. Мы уже наверху, возле святилища Авдзуары. Авдзуары в осетинской мифологии – божество, которое живет на небе, иногда появляется на земле в образе ярко светящейся птицы. От Авдзуары зависит урожай хлебных злаков, увеличение поголовья домашнего скота, избавление людей и животных от болезней. Авдзуары – это 7 богов скифского семибожного пантеона, который впервые был зафиксирован отцом истории Геродотом в
V веке до нашей эры. И если у алакомца свое святилище когда-то первопоселенцами было названо Авдзуар, значит, в генетической памяти от скифа Сармата Алан они донесли до Голиата память о скифском семибожье. Более позднее название Юздзуар, а это уже российские и европейские ученые связывают с именем знаменитого византийского императора Юстиниана. И, может быть, даже в связи с этим третье название местных галиатцев – Узи-Зуар. Считают, что Узи слегка искаженная от Юстиниан. Дорога к святилищу Авдзуара ведет вверх от Голиата, но того, кто не поленится подняться к храму, ждет награда. Сумасшедшая панорама. Оказаться лицом к лицу с горными вершинами, увидеть изумрудные луга, усеянные пасущимися стадами, словно расшитые бусинками, наблюдать за птицами, которые парят под ногами. Ну и, конечно, почувствовать связь с этими святыми местами, которые хранят память истории нашего народа. Некоторые традиции и обычаи, связанные со святилищем Авдзуара, известны до сих пор. В давние времена считалось, что проходить между зданием святилища и расположенным неподалеку от него сыртом ни в коем случае нельзя, потому что здесь похоронен первый монах этого храма. Святилище Авдзуара разрушается. Стена алтарной части строения посыпалась, а отсутствие элементарной ограды открывает доступ для животных, которые пасутся неподалеку. Существуют планы по реконструкции, но все они без мощной государственной поддержки, все равно, что туман над вершинами гор. Еще несколько лет такого забытия, и Осетия может просто потерять этот уникальный исторический памятник. Надо помнить, и тогда, может быть, Авдзуара вновь прилетит на землю Осетии в виде яркой птицы и осветит путь своему беспечному народу. За моей спиной остались разрушенные помещения когда-то процветавшего объединенного колхоза сел Уаллакома. Его отары насчитывали более 40 тысяч овец. Сейчас столько не наберется, пожалуй, и во всей Осетии. Еще совсем недавно здесь каждую неделю играли свадьбы, а местная школа, которая располагалась в этом здании, вынуждена была снимать дополнительные комнаты под классы в частном секторе из-за большого количества учеников. Сейчас кругом каменная пустота. В большинстве старинных построек давно хозяйничает лишь ветер. Огромное когда-то селение под названием Голиат сегодня почти покинуто. Тут стационарно живут только 2 семьи. Приезжает наш патриот Голиата, знаток всех окрестностей, Гаврош Гибизов. А мы можем сейчас к нему спуститься? А почему нет? Обязательно спустимся. Он всегда рад гостям и всегда бросит все самые срочные дела, когда узнает, что кому-то, кроме него, Голиат еще интересен. Нам интересно, пойдемте. С удовольствием. Он пишет историю забытого города. Пожелтевшие листки бумаги, бережно сложенные в папку, простенькая ручка в кармане и, самое главное, искреннее сердце. Только с таким можно идти к своей благородной цели – не дать умереть родному Голиату. Гаврош Гибизов – хранитель утекающей истории каменного города. Он здесь вырос, здесь дом его родителей. Сам уже давно живет во Владикавказе, но при любой возможности приезжает сюда, пусть даже на день, пусть даже на час. Итак, знакомьтесь, Гаврош Гибизов, человек, который родился в Голиате и который знает о своем родном селе практически все. Голиат для меня все. Жизнь моя, я без Голиата как-то неловко чувствую, где бы ни находился. В случае, что у меня в городе дела меня не ждут никакие, я еду сюда.
добираюсь попутной машиной. Автобус до Фаснала бывает, ходит иногда до Масута. Ну, оттуда тоже пешком хожу. В 2-3 местах вечером танцы здесь были. Сенокосов приходят, и одни вот там танцевали, другие вот там подальше, другие там, вот на той половине села. Вот так жили мы. Весело, горе не знали, любили друг друга, уважали. Никто никого не подводил, никто ни у кого ничего не воровал. Когда что-то помочь надо, звать никого не приходилось. Все приходили, все видят друг друга, знаем. И дома строить помогали, все делали. Гаврош написал о родном селении уже 2 книги. Галиат – его жизнь, его боль, его места. Он знает здесь каждую тропинку, он любит здесь каждый булыжник. Он старается сохранить Галиат для будущих поколений, которые, он верит, захотят сюда вернуться. Вот у меня в жизни вот цель, чтобы я как-то вспоминать все это, родителей, другой, третий, какой народ был. Ну, кого-то перетянуть хочу, чтобы здесь кто-то жил. Цель вернуть сюда людей. Да, буду агитировать, сколько смогу, столько стараюсь. Скромный домик Гавроша несколько раз поджигали, любимого коня угоняли, но никакие козни, никакие трудности не заставят его покинуть Галиат. И самый верный друг тоже здесь. Пасется на зеленых просторах Дегории, ночует под звездным небом и ждет, когда его хозяин вновь вырвется из душных городских оков сюда, где их свобода. Кazau, равай, равай! Ола галю вы мампаху кашут маса фигура или у. Вот света на фигура и он дархах бастабаха. Особенно ни на кого не похожий говор, характерная черта речи жителей Волокома. Это необычный микс иронского и дегорского диалектов. Это лингвистическое явление, связанное с тем, что в этих 4 аулах очень много вышедших из Алагирского ущелья, и там прямо конкретно указывается Архон, Мизур, Ход и так далее, и так далее. И фамилии здесь, они настолько с местными, они были в дружбе, что пошли междиалектные, будем говорить, браки, и поэтому говор получился такой, которого нет ни в остальной Дегории, которого нет во всей остальной Осетии, именно алагирское, куртатинское и тагаурское общество. Еще один дом в Галиате, возле которого мы вам рекомендуем обязательно остановиться. Этот дом – владелец уникального камня, на котором можно разглядеть таинственные знаки. Что это тут за интересные изображения? Эти изображения, те самые петроглифы, которые в кавказоведческой литературе до сих пор не удалось достаточно адекватно расшифровать. Существует гипотеза, якобы это не состоявшаяся и не развившаяся якобы древняя письменность. Лично, по моему мнению, это неверная интерпретация. Если взять вот эту фигуру, она напоминает минимум 80% адыгских, кабардинских знаков собственности, которые называются танги. Петроглифы, высеченные на каменной основе изображения, могут иметь самую разную тематику – ритуальную, мемориальную, знаковую. На самых ранних рисунках преобладают портреты зверей и относятся к верхнему палеолиту, то есть были созданы 40-20 тысяч лет тому назад. Вот здесь нарисован какой-то зверь или животное, здесь пляшущий человек, здесь вот есть современный удар, который нельзя путать с петроглифами. И, наконец, мы здесь видим уже
не выбитый, а процарапанный острым предметом пахарь. Вот он стоит, одна нога, вторая, голова, обе руки. Здесь животные и якобы держит саху. Получается, что расшифровать значение петроглифов сложно. Не то, что сложно, пока не удается. Все, что о них говорят, все это предположительно, кроме конкретных фигур человека и животных. Во все остальные фигуры, какой смысл вкладывал тот, который выбивал, это пока непонятно. Петроглифы для Дигории – это редкость. Они обнаружены всего лишь в 2 местах, одно из них здесь. Вот и получается, что даже один камень в Галиате является исторической ценностью, которую мы не имеем права потерять. Галиатский некрополь – один из самых необычных в Осетии. Склеповые могильники, словно безмолвные стражи бывших обитателей Галиата, разбросаны по отлогам и склону. Их особенность в едином стиле исполнения и нестандартном оформлении. Побелка фасада светло-охристая, а на этой светлой охристой поверхности идет уже разрисовка коричневой краской и чаще всего солярный знак с расходящимися лучами. Говорят, возведение подобного солидного склепа могли себе позволить лишь зажиточные фамилии, ведь его строительство стоило чуть меньше, чем расходы на хорошую боевую башню. Комедон, река Ущелья, разделяет Галиат на 2 части. Когда-то по этому старенькому мостику, наверняка весело переговариваясь, пробегали девушки. Сейчас вековая древесина покрыта мхом. Старинный каменный город, наверное, не смотрелся бы так эффектно, если бы не удивительная природа вокруг. Летом Галиат попадает в объятия зеленых лугов, а зимой в плен снежных вершин. Ему к лицу любое время года. У меня вот такой вопрос. Вообще вот историческая и культурная ценность Галиата для Северной Осетии, может быть даже для Российской Федерации, для мировой истории, она какая? Она буквально неизмерима, потому что в таком маленьком регионе, отдельном, даже для всей Осетии, для Дигории, здесь такая концентрация исключительных выдающихся памятников истории и культуры, что сюда немного интеллекта и немного не миллиардные, а миллионные вложения, и здесь можно было бы сделать Мекку для европейского и мирового туризма. И если в Манисоне речь идет о сугубо горнолыжном курорте, то здесь такие же склоны, чуть-чуть выше, когда мы через Дунту проезжали, вот эти склоны, там совершенно спокойно можно сделать тоже подъемники, и будет круглый год. Здесь летний горный туризм, экологический туризм, этнический туризм, а зимой горнолыжный. Предполагаемая общая протяженность горнолыжных трасс комплекса Лалаком составит 55 километров. Максимальная пропускная способность – 5000 человек в день. В проекте 10 трасс и 5 подъемников. Но пока все это только на бумаге и послушно ждет своего часа. Пока Галиат забыт и заброшен. В прошлом времена, когда сюда для знакомства с историей Осетии автобусами возили советских туристов. А ведь при грамотном и правильном подходе Галиат может стать уникальным туристическим центром, интересным для любителей этно- и экотуризма. Это выгодно и с экономической, и с политической точки зрения. Подобный комплекс может легко соперничать по популярности со многими хваленными европейскими средневековыми замками. Вот только пока старинные постройки Галиата рушатся, а скоро вместо музея под открытым небом мы получим ничем не приметные руины. Глядя на многоуровневые строения, пересеченные лабиринтами улочек, волей-неволей возникает ассоциация со знаменитым перуанским Мачу-Пикчу.
главное, чтобы через много лет, по аналогии с этим потерянным городом инков, наши потомки не назвали Галиат потерянным городом осетин. И пока это в наших руках. Ну вот, эта дорога нас в Галиат привела. Пришло время еще раз воспользоваться ее услугами и вернуться домой. Таймураз Петрович, мне очень понравилось. Вот честно, возникло желание остаться здесь хотя бы на недельку еще. Это благодаря вам. Вы нам столько всего интересного рассказали. Спасибо вам большое. Я, в свою очередь, могу сказать, что меньше, чем сегодня, я никогда ни на одной экскурсии не говорил. Это первое. Второе. Каждый раз с грустью покидаю мой любимый Галиат. Даже 1001 раз мне отсюда не хочется уходить. Настолько я влюблен в эту своеобразную, неповторимую красоту. Мы тоже с грустью его покидаем, но с надеждой вернуться. Это была программа «За город». И как сказал пару минут назад наш главный герой Таймураз Петрович Плиев, люби и знай родимый край. Вот такой нехитрый слоган с глубоким смыслом. Смотрите нас скоро.